Владимир Путин заявил об обострении проблемы безработицы. Проблему российский лидер озвучил на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Путин сказал, что это проблема не только республики, но и страны в целом, и поинтересовался, как в Карачаево-Черкесии планируют решать эту проблему. Тимрезов ответил, что видит решение в создании и развитии реального сектора экономики, создании новых высокотехнологичных мест как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Он также добавил, что в сельском хозяйстве планируется создать более 3000 рабочих мест к 2023 году. В Совфеде прокомментировали инициативу введения нулевой ставки по НДС. Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил сделать нулевую ставку на продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений из-за коронавируса. Свое предложение он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. Один из сенаторов Совфеда Константин Долгов на это ответил, что любое предложение экономического характера, его оптимальный практический путь должны предварительно обсуждаться. Он также подчеркнул, что ранее законодатели обсуждали много инициатив, направленных на облегчение финансового положения бизнеса и граждан, которые вошли в антикризисный план. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью Bloomberg, что падение курса рубля – это круто. Министр объяснил, что снижение курса национальной валюты побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт. Произошедшее с начала года ослабление рубля почти на 20% по отношению к доллару станет благоприятным условием для российских компаний, не зависящих от зарубежной продукции, добавил Мантуров. Кроме того, министр рассказал, что правительство не обсуждает планы по продлению мер поддержки бизнеса и надеется, что пик уже позади. Госсобрание Элтумен проведет публичные слушания госбюджета региона на следующие 3 года. Они назначены на 19 октября и пройдут в формате видеоконференц-связи. Также слушания будут доступны в прямой трансляции на официальном сайте iltumen.ru и YouTube-канале парламента. В программе заявлены доклад министра экономики Майи Даниловой и министра финансов Валерия Жандурова. Алроса в сентябре 2020 года продала алмазное сырье на сумму $328 миллионов. Продажи бриллиантов составили чуть менее 8 миллионов. Общий объем продаж алмазо-бриллиантовой продукции составил $336 миллионов. Всего за 9 месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции составили $1 миллиард 580 миллионов, в том числе алмазного сырья $1 миллиард 508 миллионов и бриллиантов $71,5 миллиона. Заместитель генерального директора Алроса Евгений Агуреев сообщил пресс-службе, что динамика продаж в последние 3 месяца показывает тенденцию к увеличению спроса. Тем не менее, говорить об относительно уверенном восстановлении спроса можно будет только по итогам важнейшего для ювелирного рынка праздничного сезона, приближение которого в этом году совпало с усложнением эпидемиологической обстановки в ряде стран. В России все же существует налог на роскошь, правда, касается он пока лишь автомобильного рынка. Минпромторг России уточнил список транспорта, который облагается дополнительным налогом при его высокой рыночной стоимости. Туда вошли 23 модели марок BMW, Cadillac, Volvo, Toyota стоимостью от 3 миллионов рублей. Автомобили стоимостью от 5 до 10 и выше 10 миллионов рублей облагаются двойным и тройным налогом соответственно. В Минпромторге отметили, что учитывают разность комплектации и добавили, что полный перечень будет доработан и опубликован до 1 марта следующего года.